В рамках Всемирного дня инвалидов сотрудниками Межрайонного центра занятости населения проведена специализированная ярмарка вакансий для инвалидов и граждан, имеющих ограничения по здоровью. Посетителям был представлен весь спектр услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда и консультации по профессиональной ориентации. Но главная цель ярмарки – трудоустройство этой категории населения на квотируемые места. Согласно федеральному и региональному законам, организации, где трудится свыше 100 человек, обязаны выделять или же создавать рабочие места для трудоустройства инвалидов. Мы сегодня пригласили организации, это вот АТП, потом драмтеатр имени Бабарякова, УЖКХ и так, у нас еще дополнительно пригласили специалиста еще с Юго-Восточного центра, это социальный работник, который может дополнительно проконсультировать наших инвалидов. В основном у нас вот на квотируемые рабочие места 27 вакансий, это у нас и младшие воспитатели есть, и воспитатели также есть. По вот АТП требуются у нас мойщики подвижного состава, потом у нас еще детский садик «Березка», помощники воспитателей требуются, сторожа, вахтеры. У нас 2 вакансии могут объединяться, вот как сторож и вахтер. Постоянно сотрудничаем, тесно сотрудничаем со всеми, конечно, организациями. И как подают какую-нибудь новую вакансию, мы стараемся найти подходящего для них специалиста, конечно, с инвалидностью. У нас есть еще такая программа, как субсидированные рабочие места, где вот мы можем выделить до 75 тысяч на одного инвалида. Индивидуальные предприниматели должны нам предоставить справки о том, что у них с налоговой нет задолженностей, и принять, например, закупить нужные средства для инвалида. На сегодняшний день на учете в Межрайонном центре занятости населения состоят 10 человек с ограниченными возможностями здоровья. По мнению специалистов центра, основные трудности, которые возникают при устройстве инвалидов, связаны с вполне понятными и объяснимыми причинами. Некоторые работодатели, например, могут предоставить только такие вакансии, где требуются физически сильные и здоровые люди, а инвалидам, как правило, тяжелый физический труд противопоказан. Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.